В прямом эфире Чеченской Вести я, Рамзан Абоев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 26 мая. До свидания, школа. Рамзан Кадыров посетил торжественную линейку в Ахматюртовской школе. Миллионы сердец в унисон. Самый лучший день для вас и вообще в целом году – это день Арафата. Мусульмане всего мира отметили день Арафат перед Аль-Адха. Гражданский долг. Как истинные патриоты своей отчизны тоже проголосовали. Продолжается электронное предварительное голосование «Единой России». Последний звонок, символ окончания беззаботной школьной поры, сегодня прозвучал для 40 тысяч выпускников 9 и 11 классов. Торжественную линейку в первой Ахматюртовской школе имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова посетил глава республики. Вместе с ребятами он выпустил в небо бело-голубей, символизирующих мир, свободу и благополучие. О том, какие напутственные слова прозвучали в адрес выпускников, в репортаже Линды Джамалдиновой. Майская погода, свежие цветы и легкое волнение выпускников, которые сложно скрыть. Во всех школах страны звенит последний звонок. В Ахмат-Юртовской СОШ номер 1 имени Ахмата Хаджи Кадырова этот день ощущается по-особенному. Для выпускников образовательного учреждения это рубеж, за которым начинается взрослая жизнь. В этот звон вместились 11 лет диктантов, шпаргалок, разбитых коленок, первой дружбы и первой юношеской мечты. Сегодня этот колокольчик звучит как финальный аккорд детства и одновременно как самый главный в жизни стартовый выстрел. Когда на площади появляется глава Чеченской Республики, градус эмоций взлетает до предела. Рамзан Кадыров традиционно разделяет это важное событие с родным для него местом. После открытия торжественной линейки выпускники провели церемонию возложения цветов к памятнику Ахмата Хаджи Кадырова. Обращаясь к выпускникам, руководитель субъекта отметил, что сегодня им открыты все двери. Главное – помнить свои корни, уважать традиции, направить все полученные знания на благо Родины. يخوجين دون دقدو قهو قايق دول خزانيو دون إميلا بيدا بوشيقني عردون قيدون أتاخر درداس دون داغر نيقا دوا دون تندل دون يقوش بوجاك دون ديش خلر دون ديش خلر دون إز دون كورت خل ديز وي دون ويتان بچعقلنا ويتان Республика шагает властью, в Республика шагает дон политическая боксен дона государственном масштабе пирамид к шаю, тройку аю дон пирамидца дон. Тан и такие дона, такой что шудок диештек дон. Абаран яхил генти хоюртер кечерчкер дон. Омахкер яхил генч дона, шейсинош залош дон. وين فرحت وياقنا فرحت ودونا وين لدي دونا وين ويشتك دونا حقيقة القيتم بوداس ولي دون متشن قيل روسا صدون دولي لا صدون رميس دادوك يا ويل دون ديشر سيلو تديشر بود يعني دون دوش دون معنتن قرقي خوش اللي عردون as دون وو ار لو تدري دون as لاتسكي برتروش دون وين دون ديشر سيلو تديشر بود بوشك دون is دون قرق ما عندوشن دون is ما عن تير دون اش دون عمو ديز قيتو ديز دون كسامة دون بيرسن دون شكولا شكا دون حلاوة دون غالسكا يولش متع دون بيرسن نوشي مت عموش باتس دون شكولا دون راسن مت بيز سألوان جينا نوشي مت بيز دون بهور بير دون نوشي مت خاشل ديز دون
Ночи мат хустал, цен ночи матер уэля хордат, цен ночи комен хуля ахрадат, цен ночи комен наосхват, цен дона, дал мола, вей киш тут я дон, киту будон, вей ваш дон, дуку дон, квелен комиссия ночи мат халат, мат дон, كالباقر دون شربل بالموت دون يودون دشنش دون حالي عواش دون يش دون زبورنك شوداز دون دكو دون بيش يعبال بودا الموضع دون ويدك عيدوك دون ويخز عيدو دون دا دول دا شاشكور يقن بولش دون كدا دون ديك شي دي شابغان ديك دون أبزو يعني بالو تشتين ديك شابالح أحيكش دون داخت ناواس تغري دون دالاتو بول. Главный гость праздника Рамзан Кадыров всматривается в лица выпускников. Еще вчерашние дети, сегодня стоят взрослые, статные, готовые созидать будущее региона. Его присутствие на торжественной линейке для ребят – это колоссальная поддержка и, конечно, огромный стимул двигаться только вперед. Связь поколений и верность долгу здесь чувствуется в каждом жесте. Среди тех, кто прощается со школой, дети участников специальной военной операции. Их отцы прямо сейчас на передовой отстаивают свободу и мирное небо. В знак безграничного уважения и подвигу героев звучит пронзительная и трогательная песня. Почетным гостям преподнесли памятные подарки. Звенит последний звонок. И вот он, по-настоящему волшебный миг. А ребята попросили Рамзана Кадырова разделить с ними эту традицию. В едином порыве глава республики и 11-классники выпускают в чистое майское небо белоснежных голубей. Птицы взмывают ввысь как символ мира, чистых помыслов и легкого полета навстречу судьбе. Школьные годы – это самое лучшее время, когда учителя были не просто наставниками, а вторыми родителями, оберегавшими от первых жизненных бурь. Хочу сказать спасибо учителям за терпение и знания, а одноклассникам за лучшие школьные годы. Последний звонок – это не конец, а начало нового пути. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти 11 лет. На этом пути у меня было много радости, сомнений и удивления. Но в этот момент он заканчивается. Где-то траурный момент, но для меня это стимул идти дальше к цели. Мне очень грустно осознавать, что я заканчиваю 11 класс. Наша школа – самая лучшая школа для лучшего образования. Я собираюсь поступать в медицинский факультет и стать медиком. У меня очень хорошие и лучшие воспоминания с моей учительницей. Она нас всегда поддерживала, дарила нам заботу и мотивацию для учебы. Особый стержень в жизни каждого ученика – это классный руководитель. Пройдет совсем немного времени, эти ребята снимут праздничные ленты. Среди них будущие врачи, юристы, экономисты и отважные спасатели. Какую бы стезю они ни выбрали, фундамент их личности заложен именно здесь. У меня сегодня первый выпуск 26-го года. Мы вкладывали душу в каждого ребенка. Мы воспитывали их как своих родных. Мы переживали вместе с ними. Мне грустно сегодня отпускать их. Но я уверена, что они найдут верных друзей. Эта школа с гордостью носит имя первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Учебное заведение давно стало кузницей лидеров. Дом, где дают знания, с которыми не страшно штурмовать любые высоты. Отсюда уже вышли 3 героя России. Это уже 52-й выпуск учреждения. В этом году путевку в жизнь получают 104 девятиклассника и 20 11-классников. Все наши уважаемые гости – это все наши бывшие ученики. Я очень горжусь, что школа выпустила 3 героев России, самые уважаемые люди. Школа не производит материальных ценностей. Результаты школы не исчисляются рублями. Но нет более важной профессии, более нежной, нужной, чем у учителя. Это самая благородная профессия. Мы очень гордимся, что нашим самым главным выпускником является глава республики Рамзан Ахматович. Я имела честь хорошо знать Ахмат Хаджи.
великий человек, великая история. Только такие люди создают историю. Но, пожалуй, главная легенда школы скрывается за дверью этого кабинета. Именно в этих стенах когда-то учился сам Рамзан Кадыров. Любимый учитель главы с теплотой вспоминает, каким усердным и целеустремленным был ее знаменитый ученик. دنيا نقسمو قاعدة ولش كاتورك رمضان تيل خاش كسرنا ولش هما سمي إيري ولش يحيى ولش قاست نقشي موت بيش إشت ديش الخوارق إشت كاتورك هينس إشت ونخوك رمضان. Последние звонки сегодня прозвучали по всей Чеченской Республике, ознаменовав начало новой главы для тысяч юношей и девушек. Всего в Чеченской Республике выпустилось 32 тысячи учащихся 9 класса и 7445 11-го. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Без уважения к своим корням невозможно построить достойное будущее. Об этом в напутственной речи выпускникам на праздничной линейке напомнил Рамзан Кадыров. Во взрослую жизнь проводили 30 выпускников Грозинского центра образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. Треть из них, 10 человек, окончила школу с золотой медалью. Репортаж Турпала Тайсумова. Элегантные костюмы, яркие платья. Молодые ребята прощаются со школой. Выпускной в Центре образования посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с первой леди Медни Мусаевной. Почетных гостей встретили национальным чеченским танцем. Для 11 класса это не просто выпуск, а вхождение в историю образовательного учреждения. Ведь в 2015 году они пошли в первый раз в первый класс. Одним из ведущих мероприятий был шейх Мухаммад Кадыров. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые учителя, родители и, конечно же, главные герои нашего торжества – выпускники 2026 года. В своей речи руководитель субъекта вспомнил школьные годы. Для присутствующих он отметил, что окончание учебы – это только начало, и самые большие жизненные шаги еще впереди. Он пожелал им успешного будущего. خزدو تبالچن خلاقی شلتن بودن نسون سایدان شکل ورش بادی جو خزیده زندستان خزیده چنان سیگرویچ هموس жизненный проблем дайол мечдана дог ойлайер на самом деле школе якан вел чулти абьедана а ще жизненный хлопот чулу шестан Atsulle dan dies wat je balova zodialo is zodialich shisis dan status eetlust dat duurt dan dan schola wabilen buch is lerba tun horqiechla tun sin dan is van doen dan is een niets no gersha dan groot de dan dagen is hier bodat Dan moda dan so dwagtige shudan so sandan welch khazatsarych dan sumsan khazrich doch сейчас дол хазрич душ чах высшее образование получить диеш датас нильдона в республике балаба ал двагтиш усада он даже 32-33 шадуса школе акнвелдон суне хит стоялся хит хандон порнадон и хан сеют чудас Sunderdan, Shugdan, så jag dihar dik amder, dik diesher, dik gaiter dan. Amel dik duish, jag professor hilchidan, راح تقلعت سعدان، راح يقوم يوشن دوش على وحش وازع. حقام حبوقتي على قانون خوات سعدان ديش البيت بس دكونا جنوان ديش ديش بروفيسور دكتوراش بورا بوجاب بوش بونا خدانا نوشي قوم يوشن عدان دوش على سولش دانا دالج عن عشنان دان دانا ويوع إيشنا شغليشات ويقوم يوشن عدوش أولش قوم يوشن عدان صدر ديشي دوش دان إتسخلي صدر خانت إزقاتيتا أكاد ديش قويدان موقت لربدان يوشتك ديش دادا الشريعة من دان شكولا خان بيرك تيوين أخدان روح تانشين شرح دان إت دشوا مدل يقن دان هوق جنتر أبرزواني من دان
изъёк успех юдон. Там 30 выпускников юдон. Адаганша 25 вырд, сулхала 22 вырдазон. Цугойт он ачи войдон. Хока образование дихлер дон хоки хабак лаш беш духлер гойт. Хокар дон выпуск еш дон. Хохан диш ба атхлер гойт. Atundel schon Massa bei Республики Meldol Beer don der oder Lesson ist hier heute aber Lesson daran der Stand da der deutsche da höchst dort don Email ja don شو بيد شو عزيم ولا 19 ساعة داجي بيد شو أصلاً صحيح وقع زتنا أصلاً أشو دون تازين هو دين عدون رزني دون نينشوش رزني دون بيدي نشوش دون بيرش دون حدا دون صح بوي تارع دون إنت بوي قد دين دون رسي دو عالدوك دون إيش دون تانكلاس تعيدين بوي دون دعوة دون أشتنو بين كاني بدأت دون حيخر ويدون دال ضغط ورشدون دال شدون داخل إلسيخر تويل دالات بول مسيري. Дети возложили цветы к памятному обелиску первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Затем первоклассники обратились к гостям и своим учителям со словами благодарности. Такие хорошие дети, но где вы таких еще можете встретить? Все любят учиться и слушают маму, и кашу едят, не оставили ни грамма. Обещаем вам сегодня здесь за школой следить, славу школу приумножить, все, что зададут, учить. От школьников звучали красивые песни. Выпускники также зачитали трогательные стихотворения, в которых они обращались со школой и теми, кто дарил им знания все 11 лет. Директор, заучиш, сагатяш денна, цадюхуш дюла, цадика шейна, массан хакюкка чаш дешонал чога, хиларна тхуегара баркалла догу. После исполнения гимна Центра образования право дать последний звонок было дано Жейне Тумхаджиевой и первокласснику Юсуфу Мацуеву. Перед уходом глава Чеченской Республики сделал с учащимися памятные фотографии. Выпускники отметили радость и в то же время грустные нотки этого дня. Расставаться с людьми, которые стали самыми близкими, очень непросто. Буду скучать, и в то же время и веселье, торжество. Я буду скучать по школе, по своим одноклассникам. Я хочу сказать, что у них все в жизни получится. Главное верить в себя. Главное уповать на Аллаха, и все будет хорошо, да, Аллах. Для учителей такой день всегда трогательный. Одни ребята уходят, другие подрастают, проходя такой же путь уже к своему выпуску. Остается пожелать только наилучшей учебы. Махкан уештул берег массомете кардак лацер выбор школил кихулил ваймахкан пойден болуш так дала эту болксер шедахря. Центр образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова уже воспитал целое поколение выпускников, и количество новичков только растет. Детей, которые нас покидают, заменяют малыши, которые переходят из класса в класс. Дошкольная подготовка качественно улучшается. И возможности школ сейчас на высоком уровне, к счастью. Но мы это видим по результатам наших прошлых лет, по выпускникам прошлых лет. Теперь главное найти свое призвание, продолжив жизненный путь. Впереди у детей каникулы, а у выпускников экзамены. Для одних это переход в старший класс, а для других билет в новую взрослую жизнь. Турпа Лолита Исумов, Шамсудин Джабраилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Первый выпускной прошел и для самых маленьких. В столичном детском саду Диким состоялся прощальный утренник. Торжество посетил Рамзан Кадыров вместе с семьей. 84 юных выпускника попрощались с любимым детским садом и теперь готовы покорять новую вершину – школу. Самые яркие моменты праздника в репортаже Мадины Кураевой. Выпускники нарядные, немного взволнованные, но уже уверенные в себе. За несколько лет детский сад стал для них первым большим миром дружбы, творчества и открытий. Девочки, мальчики, школьные года, все мы романтики, есть у нас мечта.
Торжество в детском саду номер 5 Дики посетил глава региона вместе с Медни Мусаевной. Всего в этом году с дошкольным учреждением прощаются 84 выпускника. Среди них и внучка Рамзана Кадырова Джанат Алханова. Для гостей дети приготовили яркую программу. Детский сад наш дорогой, прощай. Выросли мы все, уходим в школу. Но ты без нас, наш садик, не скучай. Новых деток принимай, веселый. Мы, конечно, будем вспоминать праздники в саду и наши будни. Но пора нам знания получать. Садик наш, тебя мы не забудем. На сцене стихи, песни и танцы. Каждый номер словно маленькая история о детстве, любви к родной республике и уважении к традициям своего народа. Одним из трогательных моментов стала композиция, посвященная первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Среди номеров и сказочная сценка о маленьких феях вокруг цветка, наполненная добротой. Завершился праздник традиционным и символичным моментом – запуском воздушных шаров в небо. Вместе с детьми их отпустил глава региона, загадав с выпускниками добрые пожелания на будущее. После завершения торжественной части Рамзан Кадыров сделал памятные фотографии с воспитанниками и коллективом детского сада. За годы, проведенных в стенах детского сада, эти дети стали для педагогов родными. Они учились здесь первым шагам в мире знаний и самостоятельности. Сотрудникам особенно трудно прощаться с теми, кого ежедневно сопровождали в их маленьких, но таких важных победах. Тяжело расставаться, потому что каждый день я их видела, каждый день с ними была. Я им желаю, чтобы у них все получилось. Дорога была самая яркая, самая незабываемая. Как бы сложно им не было, чтобы они, как в садике, как в группе, я их учила, чтобы не случилось. Если упал, поднимись, иди дальше. То же самое, чтобы не было никаких разочарований. Даже если и будут, чтобы они могли встать и идти дальше. Этот день стал для маленьких выпускников символической точкой в важном этапе жизни. Впереди у детишек школа, новые знания и первые серьезные успехи. Уже этой осенью они сядут за школьные парты. А пока последние минуты беззаботного детства, яркие воздушные шары в небе и главное пожелание от взрослых, чтобы их дорога во взрослую жизнь была светлой, мирной и счастливой. Мадина Кураева, Адлан Хусаинов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Мусульманская умма встретила один из величайших дней в году – День Арафа. В это благословенное время паломники совершили центральный обряд хаджа – стояние на горе Арафат. Сунной дня является соблюдением поста, за который Аллах обещал прощение грехов и великую милость. Данный период обладает огромной духовной ценностью, когда награда за праведные деяния приумножается многократно. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит «Афдалю айямикум йоуму Арафа», что означает «самый лучший день для вас и вообще в целом в году – это день Арафата». Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, его выделил тем, что он является днем для хаджа, то есть не принимается великое поклонение хадж, кроме как в этот день. Нужно обязательно застать этот день во время паломничества. Также это день, в который Аллах проявляет самую большую милость по отношению к своим рабам, прощает им грехи. Наступают великие дни
жертвоприношения, Курбан-Байрам. Это дни, которые мусульмане в течение 4 дней, начиная с самого 1-10 дня Зуль-Хиджа, приносят жертву разных видов животных. Человек, который приносит жертву ради Аллаха, будучи мусульманином в эти дни, это будет благом для него, для его семьи на целый год. Это оградит его от болезней, от бед, от каких-то невзгод и тому подобное. Поэтому мы говорим, что это великая сунна пророка, алейхиссалату вассалам. У кого есть возможность, пусть не упускает этого шанса, так как год один раз всего лишь. Магомед Даудов провел заседание правительства, на котором члены Кабинета министров рассмотрели и приняли 24 проекта постановлений и изменений. Одобренные документы, направленные на развитие экономики и социальной сферы. В частности, они регулируют вопросы дорожно-транспортной инфраструктуры, упрощенной системы налогообложения, а также поддержку малого и среднего бизнеса. Все нормативно-правовые акты прошли проверку прокуратуры на соответствие законодательству и отсутствие коррупциогенных факторов. В республике продолжается электронное предварительное голосование «Единая Россия». Процедура отбора кандидатов перед единым днем голосования проходит полностью в дистанционном формате и продлится до 31 мая. Всего по итогам выборов будет распределено 385 мандатов в Госдуму, Чеченский парламент, Грозненскую городскую думу и муниципальные органы власти. Интерес к голосованию стабильно растет. По последним данным, свой выбор уже сделали 73 793 человека. Избиратели отмечают удобство и безопасность электронного формата, который позволяет проголосовать в любое время из любой точки. 20 сентября единый день голосования, и мы, как МБО СОШ номер 3 села Катар-Юрт, как истинные патриоты своей отчизны, тоже проголосовали. Из-за сильных дождей и подмыва железнодорожного моста временно изменилась схема движения поездов Грозненского направления. Движение на участке Аргун-Ханкала временно приостановлено из-за подмыва опор железнодорожного моста через реку Аргун. В связи с этим поезда, курсирующие между Грозным, Москвой и Волгоградом, временно отправляются и прибывают на станцию Гудермес. Для удобства пассажиров на закрытом участке организовали автобусное сообщение. На месте уже работают железнодорожники и спецтехника. Для укрепления моста задействован противоразмывной поезд, доставленный бутовый камень и тетраподы. В восстановительных работах задействовано порядка 70 человек, 7 единиц автотракторной техники. Это 5 экскаваторов, 1 бульдозер, 1 погрузчик. На сегодня доставлено к месту производства работ порядка 1000 тонн бутового камня, 25 тетработов. Разработан график по восстановительным работам. Работы выполняются в соответствии с графиком. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах «Войнах» в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.